Здравствуйте! Сегодня у нас немножко необычный ролик, но в то же время тема этого ролика актуальна на сегодняшний день. И может быть кому-то она очень и очень пригодится. Дело в том, что в последнее время участились случаи хищения YouTube каналов. Может быть, скорее всего, вы уже знаете, что в прошлом году был похищен канал моего друга, это Друид Феофан. Тоже так, зашел по ссылке, куда-то что-то сделал не так, украли канал, но хорошо, что получилось вернуть канал. И теперь, я думаю, таких ошибок уже повторять не будет. Но каналы продолжают красть. И я хочу как бы тоже, не предупредить, а поставить в известность, как это делается, лично на своем опыте. До 1 января этого года, 2020, я раньше этого не замечал, но 1 января вот пришло мне письмо на электронную почту, где указывалось, что на моем канале много спама, и если я не зайду по ссылке, мой канал будет заблокирован в течение 24 часов. Я через переводчик перевел. Что я буду вам рассказывать? Я, сейчас ставлю этот ролик скриншоты из тех сообщений, которые мне приходили на электронную почту. Кое-что я уже, конечно, удалил. Но что осталось, сейчас я вам покажу в данном ролике. Такое письмо мне пришло 1 января, я не отреагировал на него. Но когда пришло 2 января, я перевел через переводчик, и что-то я так задумался, потому что буквально перед Новым годом, дня за два, у меня был ролик на канале, где освещалась тема приготовления домашних напитков. Думаю, может из-за этого, может что-то не так действительно. Перевел YouTube, что-то адрес не прочитал, был невнимательный, зашел я по этой ссылке, нажал на этот голубой квадратик в телефоне. Все это делал в телефоне, потому что у меня ноутбук, через который я веду свой канал, не поддерживает электронную почту. Я не знаю почему, я что-то в настройках неправильно настроил. Или сам такой, не знаю. Нажимаю на эту ссылку. И спасибо телефону, я вроде бы никакой антивирус там не устанавливал при покупке. Года сколько? 1,5 года назад я покупал свой смартфон Xiaomi. И тут у меня просто экран загорается красным цветом. И, как я понял, там опасность, вредоносная атака. Я понял, что я совершил, тут же выключаю, выхожу. Сразу захожу на канал, думаю, все, капец моему каналу. Тоже украли. Канал на месте. Зашел через час, вроде все нормально. Потом я заметил, у меня очень много подписчиков просто пропало. Но потом, посоветовавшись с друзьями, то сюда мне они объяснили тоже, то, что у всех пропало. Это просто YouTube чистит неактивных пользователей и просто их удаляют. Если подписчики долгое время не заходили на канал, не смотрят твой канал, то они просто удаляются, эти подписчики такие. Их просто чистит канал. Возможно, по этой причине. Вот. И такие в течение января, прошел январь весь, сколько, сегодня 28 января, мне приходило, чтобы не соврать, где-то около 6-7, наверное, писем на электронную почту. Сначала приходили с Ютуба. Примерно такого содержания. Я уже все удаляю сразу. Скриншот сделал, перевел, прочитал, удалил. Потом видать, что я на это не реагирую. Начали приходить письма с AdSense. Одно письмо пришло. Что-то там не так. Я сейчас тоже вам покажу ссылочки, не ссылочки, а скриншоты, какие мне письма приходили. И перевод, который где темный текст, это я переводил через переводчик, и смысл того, что мне приходило, о чем мне писали. Сейчас я включаю все это.
Вот такие письма вот в течение января мне уже приходили вот с AdSense, с Ютуба. Я просто теперь я туда не захожу. Естественно, я больше уже никогда на эти голубые квадратики нажимать не буду. Мне хватило одного раза, что я уже испугался, что и мой канал пропал. Не знаю, успели они что-то сделать, не успели. Ни пароль, ни логин, ничего я туда не вводил. Просто вошел, телефон загорелся, я вышел. Все. И вам не советую никому не ходить ни по какой ссылке, чтобы они там не писали. YouTube про нас и так все знает, и адрес электронной почты, и все такое. Если надо, они найдут нас и сообщат то, что надо, если там будет что-то нарушение или что такое. Вот это насчет того, чтобы вы не делали, чтобы мы вместе все не теряли наши каналы, потому что вернуть их будет практически невозможно. И пользуясь моментом, хочу сказать о краже каналов, на которые я был подписан. Может, кто-то из вас были также подписаны, просто не обратили внимания, что нет канала, нет и все. Это два канала, которые сейчас недавно похитили, и сейчас просто нет этих каналов. Это канал «Все про охоту» у Михалыча. Украли канал, теперь его уже нету. И вернуть получится или нет, никто не знает. Так что подписчики, которые были подписаны на тот канал, знайте, что у Михалыча украли канал. И если вы желаете также дальше продолжать, чем занимается Михалыч, если были вы подписчиком, то просьба подписаться. Канал у него, он работает, он создал новый канал, занимается тем же самым, чем занимался на том канале, просто он потерял своих подписчиков. Так что ссылочку на новый канал Михалыча оставляю в описании. И еще один канал, который я знаю, что украли, это канал Сибирский Бродяга. Также ссылочка на новый канал Сибирского Бродяги будет в описании. Знаете, кто был подписан на эти каналы, что те каналы, на которые вы были подписаны, просто украли. Кто этим, что там воспользуется, получится вернуть, не получится. Получится, дай бог, это хорошо. Не получится, все придется начинать по новой. Это годы труда. Кто занимается этим делом, знают, как это сложно набирать подписчиков, создавать ролики, монтировать. Это огромный труд. И когда вот так вот за 1 минуту это все теряется, это, конечно, очень печально. И давайте не будем совершать больше таких ошибок. Смотрим. Вы посмотрели сейчас вот эти вставки, фотографии я скинул тоже в ролике. Никуда, ни в какие ссылки, не переходите ни по каким ссылкам, не вводите свои электронные данные электронной почты, пароль, логин, тем более. Сейчас все это делается быстро и бывает, что уже ничем нельзя помочь. Но как-то вот так, если я помог кому-то в чем-то, это уже хорошо, что учиться надо на чужих ошибках и не совершать своих. Как-то вот такая вот у нас тема сегодняшнего ролика. Скоро поедем на рыбалку. Как получилось, что получился небольшой перерыв. А на рыбалке я вам скажу, почему это произошло. Пока это говорить не будем. Всем пока, всем до свидания. До встречи в реке.